Кримське питання. Які наслідки для глави Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова може мати вирок підконтрольного Росії Кримського суду? Як Меджліс бореться за права кримсько-татарського народу у нових реаліях? Коли в Україні буде ухвалений новий закон про статус кримсько-татарського народу? І як Кримська платформа може вплинути на кримське питання? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський, програма «Кримське питання» в ефірі Радіо Крим Реалії. Слухайте нас на території майже всього Криму на частоті 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на нашій сторінці у Фейсбук і на каналі в YouTube. Також телефонуйте к нам в прямий ефір 8 810 06 926, якщо ви будете телефонувати з Криму. Якщо з материка, то телефонуйте за іншим номером телефону 044 490 2905. І нагадаю, що прямі ефіри у нас в нашому ефірі з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 13 годині дня і о 6 вечора. В інший час залишайте повідомлення на наш автовідповідач 8 810 06 926. Отже, це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковский. Вы слушаете радио «Крым Реалии». В Симферополе Верховный суд Крыма, подконтрольный России, 1 июня вынес заочный приговор в отношении главы Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова по обвинению, цитирую, в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента. Суд приговорил Чубарова к 6 годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Подконтрольный России судья сказал дословно, цитирую, назначить Чубарову Рефату Абдрахмановичу наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Срок отбывания наказания считать с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации. Конец цитаты. Согласно постановлению подконтрольного России суда, глава Меджлиса признан виновным по части 1 статьи 212 Уголовного кодекса России, что предусматривает наказание в виде лишения свободы. Также Чубарова суд признал виновным по части 2 статьи 280.1 Уголовного кодекса России с наказанием в виде упомянутого штрафа, это 200 тысяч рублей, и, цитирую, лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административных и хозяйственных полномочий сроком на 1 год. Конец цитаты. В суде также объявили о назначении Чубарова 200 часов исправительных работ. Александр Осокин, это адвокат Рефата Чубарова по назначению, так пояснил вот этот приговор. Пояснил он корреспонденту Крым Реалии. Цитата. «Штраф в размере 200 тысяч рублей и 200 часов исправительных работ суд назначил по обвинению в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. Однако эти статьи были декриминализированы, поэтому наказание за них не будет реализовано». Это, напомню, сказал адвокат Рефата Чубарова по назначению Александр Осокин. Что еще, значит, есть известно на данный момент? Защита главы Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова намерена обжаловать заочный приговор подконтрольного России Верховного суда Крыма, этот приговор был вынесен 1 июня в Симферополе. Рефата Чубарова, напомню, приговорили в Крыму к 6 годам лишения свободы, штрафу и исправительным работам по обвинению, цитирую, в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента. Об этом, опять-таки, корреспонденту Крым Реалии сообщил адвокат Чубарова по назначению Александр Осокин. Ну и есть уже реакция от Министерства иностранных дел Украины. Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джипар назвала позорным судилищем процесс над главой Меджлиса крымско-татарского народа Рефатом Чубаровым в оккупированном Крыму и заочный приговор, который суд в Симферополе вынес 1 июня. Теперь цитата из сообщения Эмине Джипар в Твиттере. «Российские оккупанты в Крыму заочно дали 6 лет заключения председателю Меджлиса крымско-татарского народа Рефату Чубарову, игнорируя требования Международного суда ООН о снятии запрета на деятельность Меджлиса. Россия продолжает практику позорных судилищ и репрессий против крымско-татарского народа». Вот это написала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джипар в Твиттере. Ну и есть еще реакция. Значит, есть реакция господина Аксенова.
Это, знаете, мы, может быть, даже и не цитировали бы эту реакцию, но дело в том, что в решении этого подконтрольного России Крымского суда говорится о событиях 26 февраля 2014 года. И там же на площади тогда находился вместе с Рифатом Чубаровым, находился и Сергей Аксенов, назначенный Москвой руководить Крымом. Значит, он уже прокомментировал это решение суда, Сергей Аксенов, подконтрольному, опять-таки, России, телеканалу «Крым-24». Вот как он прокомментировал вынесение этого приговора Рифату Чубарову. Давайте послушаем. Правоохранительные органы всех стран находятся в контакте, подписаны соглашения. Хотя мы понимаем, что Украина сегодня это особый, так сказать, процесс. И руководство Украины не настроено на конструктивные действия и на конструктивные отношения с Российской Федерацией. Но, на мой взгляд, то есть, как бы, все равно справедливость, она восторжествует, так или иначе. То есть, поэтому у меня никаких сомнений. Ну, поймали же этого там Протасевича. То есть, ну, вот там, случайно, не случайно, какая разница. Ведь и был герой, там что-то махал руками, всех призывал. Еще не успели, так сказать, прилететь, он уже во всем признался, ну и так далее. Вот они все, вот эти горе-блогеры такие, которые там подстрекателями являются, вот им всем. Ну это Чубаров такой же персонаж, который, находясь за границей, просто что-то кого-то призывает, чему-то подстрекает и так далее. Все равно справедливость и в данном случае необратимость процесса этого все равно восторжествует. Это, напомню, сказал Сергей Аксенов в комментарии местному телеканалу «Крым-24». Сергей Аксенов, назначенный Москвой руководить Крымом после оккупации 2014 года. Ну, вот такие вот вводные. Еще раз напомню, значит, что сегодня Рифата Чубарова, главы подконтрольного, подконтрольный Кремлю Крымский суд, Верховный суд Крыма сегодня огласил приговор, вынес заочный приговор в отношении главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова по обвинению, цитирую, в организации массовых беспорядков. И сейчас с нами на связи, и я надеюсь, все эти 50 минут в эфире будет Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат Абдурахманович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы слышали, наверняка уже, конечно, и реакция есть, и Министерство иностранных дел Украины на ваше, на вот этот приговор в ваш адрес. Какой первая реакция будет с вашей стороны на этот приговор, если она будет? Я уже об этом написал у себя на фейсбучной странице. Разумеется, это решение юридически никчемное, поскольку оно вынесено российским оккупационным судом. А все те люди, которые инициировали, а потом и фабриковали это дело, и те, кто его оглашал сегодня, они все реальные преступники, и их обязательно настигнет соответствующая кара. А как вы думаете, после этого решения суда, ожидаете ли вы, что Россия будет подавать какие-то запросы на материковую Украину, имеется в виду в Киев непосредственно, контактировать с официальным Киевом для того, чтобы добиваться вашей экстрадиции? Но формально Россия как государство обязана в соответствии с ее подходами подать международный розыск в Интерпол, но, однако, уже были такие прецеденты. Россия неоднократно пыталась добиться моего выдворения с нашей же территории на нашу же территорию, только временно оккупированную Россией, но Интерпол в этом отказывал. И если опять будет обращение России, я не сомневаюсь, что Интерпол в этом откажет. А если говорить вас, Сергей Аксенов сегодня сравнил вас с Романом Протасевичем, белорусским блогером, основателем телеграм-канала «Нехта», и он сказал, что вот... Значит, возможно, что будет и так, да, задержан господин Чубаров. Рифат Абдурахманович, вы достаточно часто перемещаетесь, ну, в разные точки, да, в том числе. Ну, сейчас, понятно, есть определенные ограничения, связанные с коронавирусом и так далее. Насколько вам будет безопасно или небезопасно, как вы думаете, дальше летать самолетами, например, и в том числе, ну, на территории, может быть, даже и других стран? Ну, вы знаете, я вот об этом написал сегодня в Фейсбуке. Если говорить о проведении специальных операций с целью физической ликвидации своих противников, то Путин здесь превзошел всех диктаторов, и живых, и мертвых.
И мы знаем, насколько сегодняшние российские спецслужбы продолжают вот тот такой убийственный опыт, который был присущ советскому КГБ. Но теперь, что касается вашего вопроса, надо просто быть максимально внимательным ко всем своим перемещениям. Я, в общем-то, эти правила соблюдал и ранее. Все мои выезды за пределы Украины, они в определенной мере происходили при консультации с украинскими отделением Интерпола. И я всегда следил, что происходит в отношении меня вот в этой сфере. А если говорить о самом этом судебном процессе, если его можно так назвать, адвокат по назначению Александр Осокин сказал, что он будет обжаловать этот приговор. Зацитирую, значит, сторона защиты намерена обжаловать приговор суда в 10-дневный срок. В Третьем апелляционном суде города Сочи суд был проведен с большим количеством нарушений, и всего из около 80 свидетелей только 5 человек смогли сказать, что Чубаров что-то выкрикивал во время тех событий. Я так понимаю, речь идет про 26 февраля 2014 года. Но меня интересует, и, наверное, и наших радиослушателей тоже интересует такой вопрос. С Александром Осокиным вы общались, или он просто был как вот адвокат по назначению, он представлял там, ну вот, просто потому, что он должен был там работать, в этом подконтрольном России суде? Ваши слушатели знают, поскольку вы об этом неоднократно также говорили, что мне отказали в моем адвокате Николай Полозов, которого я просил, чтобы он представлял мои интересы. Ему было отказано, и Николай Полозов обжалует эти отказы сейчас в российских судах для того, чтобы дойти до Европейского суда по правам человека. Мы не оставим это дело, то, что мне отказали в адвокате, и суд назначил адвоката в соответствии с законодательством страны-агрессора. Я несколько раз контактировал, конечно, с назначенным адвокатом Осокиным. Я могу сказать, что те действия, которые он предпринимал в ходе изучения документов, а потом и судебных заседаний, они вполне профессиональные и свидетельствуют о том, что в пределах своих адвокатских возможностей он предпринимает все необходимые действия. И, разумеется, то, что данное решение будет обжаловано в дальнейшем и с его стороны Европейский суд по правам человека, это, в общем-то, соответствует и моему представлению, но не для того, чтобы добиться справедливости, поскольку мы судимся с оккупационным судом, где априори может быть справедливость, и предназначение оккупационного суда, как и любых вообще оккупантов, это наказать тех, кто противостоит оккупации. Мы ожидаем от дальнейших процедур, в том числе с Европейским судом по правам человека, окончательного выяснения всех деталей, оформления этого незаконного дела, проведения незаконных следственных мероприятий, выявление всех причастных к этому преступлению против меня, для того, чтобы впоследствии, когда будет такая возможность, чтобы все понесли соответствующее наказание. Я нашим слушателям и зрителям напомню, Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, на скайп-связи со студией радио Крым Реалии. Сегодня мы обсуждаем вот тот приговор, который вынес подконтрольной России Крымский суд в отношении Рифата Чубарова по событиям 26 февраля 2014 года. Рифат Абдурахманович, скажите, а по вашему мнению, вот вообще весь этот судебный процесс, кто его инициатор? Это господин Аксенов или это, ну, не знаю, все это разрабатывалось где-то в Москве? Давайте, я об этом сегодня написал в Фейсбуке. Как бы там ни было бы, 6 лет лишения свободы или другое, если бы было бы какое-то наказание с точки зрения российских оккупантов, это решение, которое ими не может быть реализовано, поскольку я вне досягаемости карательных органов Российской Федерации. Конечно, я об этом тоже написал, если вот не говорить о спецоперациях, которые Россия в последнее время все более и чаще пытается проводить, по убийству собственных граждан, а убивать уж граждан других государств, тем более противостоящих ее агрессии,
Я думаю, что Россия и ее политики никогда не остановятся. Так вот, в любом случае, я недосягаемым для них, я являюсь пока недосягаемой для них, чтобы они могли немедленно реализовать собственное решение. И поэтому нам надо, мне кажется, в этот день больше говорить о тех сотнях тысяч о тех сотнях крымских татар, которые и этнических украинцев, которые незаконно лишены свободы, ограничены в своих других правах, то есть о политзаключенных Крыма. Они в реальной опасности, они реально находятся в местах лишения свободы, их кидают в карцеры, над ними издеваются. И поэтому вот в такой день я бы, конечно, предпочел бы больше говорить о них для того, чтобы как можно быстрее устранить причины постоянного преследования людей в оккупированном Крыму. И я же не открываю, это, если скажу, что причиной всех этих преследований является российская оккупация. Соответственно, пока продолжается оккупация, они будут наращивать, оккупанты будут наращивать репрессии, у них есть конечная цель преобразовать полуостров, вернее, они уже его преобразовали, такой мощный военный плацдарм. Все, кто живет на территории полуострова и не принимает российскую агрессию, российскую оккупацию, с точки зрения российских оккупантов, должны быть выдавлены из Крыма. Вот для этого и совершаются все эти репрессии. Ага, я еще раз напомню нашим слушателям и зрителям, может быть, кто-то не узнал по голосу, Рифат Чубаров с нами сегодня на скайп-связи, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат Абдурахманович, ну а вот если... Позвольте все-таки еще немного про вас. В 2014 году, если не ошибаюсь, 5 июля вам запретили вот эти подконтрольные России чиновники въезд на территорию Крыма. Вы тогда пытались, и тогда выезжала госпожа Поклонская, она тогда была российским прокурором на оккупированной территории украинской, и вам зачитали, что вам запрет на 5 лет въехать на территорию Крыма. А сейчас, вот спустя уже несколько лет, они делают вам заочный приговор. Почему, на ваш взгляд, они тогда вас не пустили, а потом все равно, ну, то есть, было бы, наверное, так вот, если поставить их на их место, там, запустить вас, да, там, схватить, а потом сделать этот приговор. Почему так происходит? Ваше мнение интересует. Ну, здесь, конечно, было бы интересно послушать тех, кто может ответить на этот вопрос, но вряд ли, если даже такая у вас была возможность, они сказали бы правду, но когда-то это все равно правда будет известна. 5 июля было 2 варианта действий по отношению ко мне. Та особа Поклонская, которая тогда незаконно исполняла обязанности прокурора Крыма, она прибыла на административную линию, где меня задержали при въезде в Крым 5 июля 2014 года, и она мне записала повторное предупреждение о совершении мною экстремистских действий, которые могут привести к репрессиям против меня, против Меджлиса крымско-татарского народа. И не вручив мне это предостережение, она удалилась, тогда еще были вагончики, не было этих стационарных построек. Как свидетельствуют многие, ну, нам стало известно по нашим каналам информации, она пошла выписывать ордер на мой арест. И в это время на ту площадку, где остановили, въехал автозак, вышли конвоиры, и, в общем-то, то место, где стоял я, Ахтем Чийгоз, другие члены Меджлиса, оно начало окружаться, но через некоторое время приехала другая группа во главе заместителя начальника управления в Крыму, еще одной российской карательной системы, и они уже после каких-то переговоров с Поклонской, мне неизвестно, о чем они говорили, это происходило вне нашего присутствия, они уже мне, ФСБшники, прочитали уведомление о запрете въезда мне на территорию, как они сформулировали, России. Я заявил о том, что Крым не является Россией, я буду въезжать, но, разумеется, они не дали мне это совершить.
Мгм. Понятно. Получается, что вас преследуют в Крыму за те же самые действия или, не знаю, по тому же самому эпизоду, по тем же самым событиям 26 февраля 2014 года, по которым был осужден подконтрольным России судом в свое время Ахтем Чийгоз. Если я не ошибаюсь, я могу ошибиться, на некоторое количество в моем, извините, уголовном деле где-то 153, по-моему, тома, из них 148, 149, они те следственные материалы, по которым судили Ахтема Чийгоза. То есть практически, ну да, но поскольку и когда судили Ахтема Чийгоза, если я не ошибаюсь, в приговорах и во всех материалах писали о том, что организатором был Чубаров, а первым исполнителем был Ахтем Чийгоз. То есть сильно как-то что-то новое не придумывали, по большому счету, просто... Нет, конечно, но я думаю, что просто их подстегнуло к этому фарсу, так называемому, ну, судебному, да, якобы. Наша активность постоянная, она не снижается. И вы знаете, некоторое время назад мы выступили с инициативой марша ненасильственного на Крым, и после этого они резко, в общем-то, возбудили это уголовное дело. Но в любом случае я это воспринимаю как очередную попытку России пугать всех тех людей, которые живут в Крыму, для того, чтобы они не сопротивлялись оккупации. Мгм. Если еще говорить немного о вас, помимо перемещения, да, то есть вот на подконтрольную России территорию или в саму Россию, понятно, что вас могут там задержать и арестовать. Какие еще могут быть ограничения, наложены на вас, на вашу деятельность после вот такого приговора подконтрольного России Крымского суда? Ну, знаете, мне не хотелось бы им сейчас подсказывать, но у них финал есть. В общем-то, мы с адвокатами, с Николаем Полозовым рассматривали еще несколько ситуаций, по которым они, где они могут доставить мне определенные проблемы. Но, с другой стороны, это же все относительно. Но что они могут у меня там изъять, или где они мне могут еще усложнить жизнь, тогда, когда они уже ворвались в наш дом и ваш дом, Александр, тогда, когда и вы, и я, мы не можем жить на своей родине, они безжалостно расхищают нашу землю, они засирают Крым, извините, в прямом смысле слова, как привыкли делать россияне у себя на своей территории, они уничтожают наш Крым. И поэтому какие-то еще другие, но неудобства, которые они могут и, скорее всего, применят по отношению ко мне, они не играют никакой роли. В любом случае, наше будущее, и мое, и ваше, и сотен тысяч людей, которые живут в Крыму, и прежде всего крымско-татарского народа, коренного народа острова, это будущее возможно только тогда, когда уйдут оттуда русские оккупанты. Рифат Чубаров с нами на скайп-связи. Вы слушаете программу «Крымский вопрос». Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Такой вопрос. Я немного нашел в крымско-татарской, ну, не назову это крымско-татарской средой, а, по крайней мере, чтобы, как это было ранее, что были определенные заявления со стороны крымских татар, которых подконтрольные России крымские власти представляли как выразителей местных мнений крымских татар. Сейчас я не вижу, по крайней мере, да, вот по поводу вашего приговора каких-либо мнений, и все меньше, все тише и тише эти голоса. На ваш взгляд, почему вот за 7 лет в Крыму так и не появилась альтернативы Меджлису? Вот у России что, нет необходимости вообще обращать внимание на крымских татар на полуострове? Нет, Россия прикладывает неимоверные усилия для того, чтобы в оккупированном Крыму создать некое подобие, знаете, такого представительного органа крымских татар, но им это просто не удается. Не удается, потому что крымские татары имеют, уже, можно сказать, многовековую прививку против против Москвы. Это так очень образно сказано, потому что
все наши несчастья, беды на крымскую землю, они приходили с той стороны, со стороны северного соседа после 1783 года. И я могу только лишь назвать те бедствия, которые были в 20 столетии. Это ужасающий голод 21-23 годов, когда в Крыму от голода умерло около 100 тысяч людей. Это общеизвестный факт. Его описывали даже в советское время и советские истории, и из них более 70 тысяч это крымские татары, потому что голод бил в первую очередь по сельским местностям. Это массовые расстрелы десятков тысяч людей в 30-х годах, и прежде всего вся крымско-татарская интеллигенция была уничтожена, и это в конце концов депортация, и почти что полстолетия в изгнании. И все это в нашей коллективной памяти. Это связано с Москвой. И после этого перебежать на сторону оккупантов, но для этого надо быть просто нравственным уродом. Я хочу сказать, что на суде нашлось всего, на судилище этом, нашлось всего 4 крымских татарина, которые свидетельствовали против меня. Разумеется, я их знаю по фамилиям. Я сейчас назову 3, 4-го, я просто фамилию забыл. Это Эйваз Умеров, известный человек, который обязательно дождется своей кары. Это Мурат Языджиев из Белогорска. Это Делавер Сейдаметов с Ялты. Он работает в Ялтинской оккупационной администрации. И это такой Асан с села Кольчугино. Вот 4 человека, которые, как говорится, до последнего продались российским оккупантам. И только лишь они смогли выдавить из себя какие-то свидетельства лживые, которые бы позволили российским судьям обвинять меня. Но в любом случае это даже абсурдно выглядит, вот просто даже с точки зрения здравой логики, когда опять-таки вас судят на этом процессе, судили за призывы там, к изменению территориальной целостности России, когда в тот же самый день, и там есть и слова Аксенова, который говорит о том, что Крым — это Украина, и да, я не знаю, может быть, есть какой-то еще по поводу этого комментарий. Я хочу здесь напомнить, 26 февраля вечером мы с Аксеновым расходились одни из последних с этой площади. И я поехал на телевизионный канал АТР, он поехал на ГТРК, и эти наши выступления есть в Ютубе, они практически идентичные. Аксенов благодарил Чурбарова, благодарил Меджлис и говорил крымчанам о том, что мы сегодня избежали очень больших потрясений, что все теперь будет в порядке, Крым является Украиной, но через несколько часов он уже перешел на ту сторону. В этом весь Аксенов. Ну да, интересно, конечно, почему Аксенова тогда по российским нормам не судят за призывы к изменению территориальной целостности России, если вас судили именно из-за этого. Вы знаете же, что вы знаете об этом, Александр, вы очень опытный журналист и вы историк, а всегда диктаторские режимы приходят к тому, что они обязательно будут потом расправляться с теми, кто укреплял эту автократию. И расправа над Аксеновым, если мы не успеем, я имею в виду цивилизованный суд, украинский, международный, то, что с ним расправятся московские его подельники, в этом у меня нет никаких сомнений. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, я прошу вас оставаться с нами на связи. У нас есть телефонный звонок, да, от нашего радиослушателя. Добрый день, представьтесь и говорите, пожалуйста. Добрый день, Александр Янковский, это Александр из соседней России и все слушатели радио Кремляне на 648 килогерц. У меня такой к уважаемому гостю вопрос. Во-первых, огромное к нему человеческое уважение, потому что человек делает великие дела. Вот. И 2 вопроса. Смотрите, Иван Чубаров. Первое, какие ваши дальше будут действия к нашим негодяям? Потому что негодяи будут и дальше как-то действовать. Это первое. И второе, вот говорил Александр Янковский про платформу, которая будет, так понимаю, 24 августа проводиться. Какие там вы будете вопросы поднимать? И вообще, достаточно ли сегодняшняя власть помогает вам
в ваших действиях. А вам еще раз низкий поклон, Михаил Чубаров. Поверьте, многие россияне, думающие за вас и за крымских татар, и за украинцев, да и вообще просто за честь и справедливость. Поэтому так, а Крым и Донбасс, как всегда, удачи. Спасибо, Александр. Арифат Абдурахманович, вы, наверное, слышали, да, сейчас эти вопросы? Да, я слышал, но очень коротко, смотрите, я, наверное, повторю и общеизвестные вещи, и в том числе нашему слушателю, который задал эти вопросы. Вы сейчас видите, какую международную изоляцию все дальше попадает Россия, и это связано со многими ее неприемлемыми для цивилизованного мира, сообщества цивилизованного действиями. Но достаточно напомнить последние действия в отношении Чехии, взрывы Болгарии. Это уже доказанные с спецслужбами этих стран вмешательства в виде террористических актов со стороны Российской Федерации на территории этих государств. Мы в эти дни отмечаем просто очень заметное расширение репрессий на территории, собственно, самой России. Сегодня ночью и вот днем проходят обыски. Идет тотальное очищение всего такого политического пространства, которое хоть в какой-то мере могли бы выступить, но каким-то маленьким, может быть, даже проявлением оппозиции к Путину и его окружению в ходе предстоящих выборов в Государственную Думу, которые состоятся в этом году. То есть в России Россия скатывается где-то вот к 1937 году, если рассуждать известными нам категориями. Конечно, это бесконечно длиться не может, и поэтому меня спросили, какое может быть наказание по отношению к тем людям, которые фабрикуют такие судебные дела, которые преследуют граждан Украины на территории оккупированного Крыма. Я думаю, что наказание к ним будет такое же, как будет, собственно, к российским политикам в тот момент, когда Россия будет кардинально меняться. То, что это будет происходить, у меня сомнений в этом нет. То, что касается крымской платформы и позиции украинского государства, мы здесь настолько все объединены, и можно говорить о многих аспектах нашей жизнедеятельности, но мы, и вы это видите, я имею в виду прежде всего Меджлис крымско-татарского народа, члены Меджлиса, мы для себя отмечаем самое главное. Все, что связано с нашим развитием, это возможно после деоккупации Крыма. И поэтому все наши усилия направлены на то, чтобы Крым поскорее был деоккупирован и государственный суверенитет украинского государства был бы восстановлен над Крымским полуостровом. И сейчас уже есть, значит, реакция прокуратуры Автономной Республики Крым на эти события. Незаконний вирок Ріфату Чубарову прокуратура автономії кваліфікує такі дії окупантів, як порушення законів і звичаїв війни. Держава-окупанта і окупаційна адміністрація продовжують використовувати власну систему кримінального правосуддя у політичних цілях, реалізуючи політику переслідування проукраїнського населення півострова. Сьогодні незаконно створений Верховний суд Криму заочно засудив до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму, штрафу в розмірі 200 тисяч рублів і 200 годин виправних робіт голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ріфата Чубарова. Прокуратура Автономної Республіки Крим кваліфікує такі протиправні дії окупантів за частиною 1 статті 438 Карного кодексу України порушення законів та звичаїв ведення війни. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 12 років. Такими діями окупаційні правоохоронні та судові органи порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема вимоги 4-ї Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 49-го року, ретроспективно застосовуючи законодавство Росії при кваліфікації подій, які відбувалися до окупації півострова і встановлення ефективного контролю над його територією. Загалом у так званій справі 26 лютого прокуратура Автономної Республіки Крим і міста Севастополя встановила та повідомила про підозру окупаційним слідчим прокурорам і суддям 29 особам, які переслідували одного з керівників Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза за такими ж незаконними підставами, а саме за начебто організацію масових безпорядків під час мітингу під будівлею парламенту Автономної Республіки Крим. Це повідомлення прес-служби прокуратури Автономної Республіки Крим. Ну, а ми продовжимо говорити
Ви слухаєте радіо Крим Реалії. З нами на зв'язку Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. І поставив це запитання Олександр, наш слухач з Москви. Я так само хотів його поставити і вам. Кримська платформа. Это саммит Крымской платформы. На него собираются приехать представители 30 стран. Об этом в свое время сообщал на пресс-конференции ко второй годовщине своего президентства глава Украины Владимир Зеленский. Цитирую: «Будет много представителей многих стран, будут важные документы подписаны на этой платформе. Приглашены президенты, премьер-министры, главы церквей, спикеры, министры иностранных дел. В целом у нас будут представлены около 30 стран на днях празднования независимой мощной европейской страны», это сказал президент Зеленский. И он также уточнил, что перед саммитом и 30-й годовщиной независимости Украины еще планируется большая презентация, на которой сообщат дополнительную информацию. Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что международный саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021 года к 30-летней годовщине независимости Украины. А ранее спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что российская страна готова участвовать в инициируемой Украиной Крымской платформе, если на этой площадке будут обсуждать проблемы полуострова, от водоснабжения до транспортного сообщения. Интересует ваше мнение, насколько это может стать эффективным инструментом, Крымская платформа, в решении крымского вопроса? В любом случае, я считаю, что само проведение мероприятий Крымской платформы, начиная от саммита глав государств, глав правительств государств и завершая панельными такими дискуссиями, а также задействование других форм, которые будут в этой сфере действовать после проведения самой платформы, все это будет направлено на дальнейшую мобилизацию международного сообщества в противостоянии российской агрессии. Хочу сказать, и об этом в вашей передаче тоже, по-моему, в вашей передаче говорилось, Россия последние месяцы пытается осуществить такое явное давление на другие государства с целью того, чтобы они не участвовали в Крымской платформе. При этом Российская Федерация выходит с таким очень грубым ультиматумом, заявляя о том, что присоединение будь какого государства к Крымской платформе означает, что это государство имеет территориальные претензии к Российской Федерации, поскольку Москва считает, что Крым является теперь ее территорией. И мы могли видеть один из таких грубых выпадов. Это недавнее высказывание министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова в отношении Турецкой Республики. И, может быть, не все ваши слушатели успели обратить внимание. Вчера, как мне представляется, был очень достойный ответ Турции устами министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, где он еще раз подтвердил непоколебимость позиции Турции в отношении территориальной целостности Украины, поддержки непризнания аннексии Крыму и поддержки крымско-татарского народа. И он очень утвердительно сказал о том, что это позиция Турции, и никто не может это ставить под сомнение. Я хочу напомнить и нашим зрителям, и всем, кто нас слушает, а может быть будет слушать и смотреть эту программу потом, что мы готовы предоставить возможность высказать свою точку зрения, в первую очередь, конечно, всем упомянутым здесь, в этой программе и нашими гостями тоже. Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, с нами на скайп-связи. Кстати, раз уж вы говорили, и мы заговорили сейчас о международной поддержке, на ваш взгляд, вот сейчас эта международная поддержка в 2021 году для крымско-татарского народа, в частности, она больше или меньше, чем в 2014 году? По вашему, может быть, просто по вашим ощущениям. Вы знаете, но я не скажу, что она меньше, но я бы не сказал бы, что она стала более такой концентрированной. Возможно, потому что мы, как украинское государство, не предлагали каких-то, знаете, новаций в противостоянии российской агрессии. Я только начал внимательно вчитываться в предложение президента Украины Зеленского,
которые он озвучил в одном из своих интервью. Вот вчера я сейчас не готов говорить издание, мне представляется, но давайте я лучше не буду называть издание, я могу ошибиться, но его мысль сводилась, в общем-то, к той мысли, о которой мы говорили еще несколько лет назад. И мне очень приятно то, что президент Украины тоже приходит к этой мысли. А она, очевидна эта мысль о том, что вопросы, которые рассматриваются в рамках Нормандской четверки, и вопросы деоккупации Крыма должны быть объединены. И это то, о чем мы говорили, о том, что Украина на международную арену должна выходить с одной формулировкой: восстановление территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ, включая автономную республику Крым и город Севастополь. И вот если эта позиция украинского государства, она будет очень настойчиво внедряться в взаимоотношениях с нашими партнерами, я думаю, что на этой основе мы можем консолидировать международное сообщество. Я хочу еще раз просто повторить мысль, чтобы не отдельно говорить о Донбассе, о всех проблемах, связанных с некоторыми районами, которые захвачены бандитами, поддерживаемые Российской Федерацией, то есть они, по сути, оккупированы, чтобы не откладывать проблему деоккупации Крыма на отдаленную перспективу, а сразу говорить о единой проблеме, поскольку эта боль, она единая, это вопрос территориальной целостности украинского государства. Вот такая должна быть формула, и мне представляется, президент Украины разворачивается в эту сторону. Это на самом деле действительно интересный вопрос, потому что Россия, по крайней мере, российское руководство, оно не признает, что оно участвует в войне на территории Украины, на территории Донбасса. При этом оно признает, что оно аннексировало украинский полуостров Крым. Да? То есть они не идут против того факта, что их военные находятся на территории украинского Крыма. Они это признают, они говорят об этом. Поэтому, конечно, с точки зрения логики, в этом, конечно, есть здравое зерно. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, на скайп-связи со студией радио Крым Реалии. И я хотел еще тогда вам задать такой вопрос. Касаемо нововведений в законодательстве. Сейчас представлен был Верховній Раді, зачитаю мову оригіналу, Верховна Рада схвалила законопроект щодо посилення відповідальності за воєнні злочини і злочини проти людяності. Про це йдеться у повідомленні Генеральної прокуратури України. Верховна Рада України схвалила законопроект 2689, який передбачає імплементацію норм міжнародного гуманітарного і кримінального права в національне законодавство. У другому читанні та в цілому його підтримало 248 депутатів. Парламент передбачив у Кримінальному кодексі України відповідальність за найтяжчі злочини, агресію, геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності. Деталізація в національному законодавстві серйозних порушень міжнародного гуманітарного права дозволить органам прокуратури і слідства давати належну кримінальну правову кваліфікацію злочинам, вчиненим на тимчасово окупованих територіях України і в умовах збройного конфлікту. Крім того, кваліфікація злочинів, які до прийняття цих норм розслідувалися за загальнокримінальними статтями, може бути змінена на відповідні види злочинів проти людяності з більш жорсткими правовими наслідками. Законопроектом також передбачена універсальна юрисдикція притягнення до відповідальності воєнних злочинців, тобто правосуддя може здійснюватися у будь-якій країні незалежно від місця вчинення злочину і громадянства злочинця. Чи брали ви участь, може не особисто ви, може як Меджліс крымско-татарского народу в разработке этого законопроекта? Или, может быть, учитывались какие-то ваши пожелания к этому законопроекту? Не, разумеется, да. И прежде всего мои коллеги, народные депутаты Украины, и Мустафа Джемилев, и Ахтем Чейгоз, и Рустем Умеров. Я хочу сказать, что мы провели серию встреч с представителями Генеральной прокуратуры Украины, в частности, заместителем. Так, у нас что-то со связью. Давайте попробуем восстановить связь. Я так понимаю, что Рифат Чубаров хотел сказать, что была встреча с заместителем генерального прокурора. Это, Гюндуз
Мамедов, поскольку он курирует этот вопрос и изменения, в том числе предложения по изменению в законодательстве України. Участь у розробці цього законопроекту брали представники Офісу Генерального прокурора і неурядових громадських організацій. А заступник Генерального прокурора Юндус Мамедов зазначив тоді, що, цитую, вже більше 7 років на території України триває збройний конфлікт, а правоохоронні і судові органи не можуть повною мірою оцінювати події у Криму і на Донбасі як воєнні злочини і злочини проти людяності. Наприклад, такі злочини, як незаконне і насильницьке переміщення осіб, примушення до служби в Збройних силах країни-окупанта, віроломні вбивства, використання живих щитів, які мали місце під час захоплення Криму, і інші будуть детально регламентовані кримінальним законодавством. Прийняття цього законопроекту – це можливість вести діалог з міжнародною спільнотою однією правовою мовою і важливий крок для зміни ситуації, прояв поваги до постраждалих від жорстоких дій держави-окупанта. Це зазначив заступник Генерального прокурора Юндус Мамедов. Так, з нами знову на зв'язку Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат Абдурахманович, вот возвращаясь к вопросу о важности этого законопроекта. Да, и я тут Так, снова что-то у нас со связью. Но давайте мы будем пробовать еще раз связаться с Рифатом Чубаровым. Давайте по телефону попробуем. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Может быть, так действительно будет уже лучше. Почему мы, значит, сегодня говорим с Рифатом Чубаровым? Почему это происходит? Да? Почему? Потому что, да, в Симферополе, подконтрольный российским властям, Верховный суд Крыма 1 июня вынес заочный приговор в отношении главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова по обвинению, цитирую, в организации массовых беспорядков. 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента это происходило, по мнению вот этого суда, и суд приговорил Чубарова к 6 годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Теперь Рифат Чубаров с нами на телефонной связи, и опять-таки давайте вернемся к вопросу мне кажется, это очень важно, об изменениях в украинском законодательстве, законопроект 2689, который об усилении ответственности за военные преступления и преступления против человечности. Очень важно, чтобы те преступления, которые совершаются в отношении Украины со стороны российского государства, те преступления, которые совершаются конкретными людьми, оккупантами на временно оккупированных территориях, чтобы они квалифицировались с точки зрения нарушения международного гуманитарного права, и то, что внесены изменения в законодательство Украины, и многие преступления мы можем квалифицировать как военные преступления. Это, в общем-то, с одной стороны, усиливает позиции украинского государства, и с другой стороны, это делает более неотвратимым преследование преступников на территории Украины, совершивших военные преступления со стороны международного сообщества, и мы только приветствуем принятие этих изменений. Рифат Абдурахманович, такой вопрос. Вы были депутатом многих созывов украинского парламента, а сейчас вы не депутат уже в течение 2 лет. Но, тем не менее, как вам сейчас удается влиять на появление тех или иных законопроектов, которые связаны с оккупированными территориями? Мы координируем эту работу в Меджлисе, но настолько, насколько, конечно, мы успеваем, насколько хватает у нас знаний, но имея 3 представителей Верховной Ради Украины, нам удается реагировать на наиболее актуальные с точки зрения сложившейся ситуации законы, и в первую очередь на принятие тех законов, которые направлены на деоккупацию Крыма. Я очень надеюсь, что до конца этого месяца Верховная Рада Украины также примет закон про коренные народы в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о коренных народах Украины. Этот документ определяет права
коренных народов Украины и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развития украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой, религиозной самобытности таких народов. Владимир Зеленский в своем обращении по случаю Дня памяти жертв геноцида крымско-татарского народа отметил, что утвержденная в марте этого года стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма и Севастополя определяет в качестве приоритета восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа. И сегодня я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах, сказал Зеленский. Уверен, сказал президент Украины, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности, крымских татар, и, наконец, сделают то, что откладывали 30 лет, 8 созывов Верховной Рады и все предыдущие президенты. И также Владимир Зеленский выразил убеждение, что Крым обязательно вернется в Украину. Так, есть у нас, да, снова на телефонной связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Ваша оценка этому законопроекту о коренных народах Украины? Но мы, разумеется, поддерживаем и мы приветствуем действия президента Украины Владимира Зеленского, подавшего данный законопроект в качестве неотложного для рассмотрения Верховной Рады Украины. Хочу сказать, снова же наши специалисты вместе со специалистами Офиса президента работали над доведением этого законопроекта, доведением этого проекта до регистрации Верховной Рады Украины со стороны президента. Достаточно ли этого законопроекта или это только один из кирпичиков, на котором строятся взаимоотношения крымско-татарского народа с украинским государством? Я бы сказал, но это базовый законопроект, поскольку этим законопроектом определяются коренные народы в Украине, и Всевышний так все устроил, что все эти коренные народы Украины, они сосредоточены на Крымском полуострове. Это караимы, это крымчаки и это крымские татары. Я хочу сказать, что параллельно Верховной Радой Украины рассматривается новый вариант закона про национальные меньшины в Украине. И этот законопроект, он будет буквально днями рассматриваться уже в Комитете по правам человека, профильном комитете. То есть украинское государство одновременно идет во всех направлениях, связанных с регулированием прав всех составных частей украинской политической нации, да? Здесь и украинская этническая нация, здесь коренные народы и национальные меньшинства. А на ваш взгляд, или может быть так, какая позиция Меджлиса по отношению этого закона, каким образом этот закон о коренных народах Украины, если он действительно может помочь в процессе деоккупации Крымского полуострова? Украинское государство в первую очередь получает возможность такого официального задействования широкого пласта международного права, которое называется правами коренных народов, начиная от декларации, принятой ООН, декларации прав коренных народов и завершая другими международными нормами, которые говорят о правах коренных народов на тех или иных территориях. Если мы говорим о деоккупации Крыма, то само по себе наличие на этой территории коренных народов и их прав, и их реализация в рамках государства Украины, это очень усиливает позиции украинского государства. Угу. Тут, кстати, наши слушатели, которые смотрят нашу трансляцию в YouTube, спрашивают, а почему предлагали ли Чубарову стать представителем президента в автономной республике Крым? Можете ответить? Нет, меня не предлагали такую должность, но я хочу сказать, что Антон Кореневич, который занимает сегодня эту должность, один из молодых, но очень высокопрофессиональных специалистов, юристов в Украине. Угу. Тогда еще такой вопрос. Значит, теперь касательно Крыма. И, теперь это приграничная территория. Понятно, что это административная граница, административная межа, но тем не менее. Вот появилась информация, прокомментируйте, пожалуйста, ее, да, о том, что
Запланировано строительство, в том числе с помощью турецкой поддержки, строительство домов и квартир для крымских татар, переселенцев на юге Украины. Вот это чья это инициатива и какая оценка ваша оценка этому проекту? Но если говорить о авторах инициативы, то это инициатива наша, Меджлиса крымско-татарского народа. Мы с ней выходили буквально с первых месяцев оккупации, когда с Крыма начали, с одной стороны, извините меня, выкидывать, то есть запрещать людям въезжать в Крым. И одним из первых таких людей был Мустафа Джемилев. Но речь не идет, конечно, здесь о жилье для Мустафа. У него есть такая возможность в Киеве. Он длительное время был и является народным депутатом Украины. Но часть людей начали выезжать под страхом репрессий. И мы вышли с такой инициативой, что эти люди не могут остаться на улице. Наши предложения выглядели некоторым иным образом. Если коротко, то они сводились к тому, что жилье должно быть построено в местах, против своей воли из Крыма крымские татары, но компактно поселились. На территории материковой Украины такие места известны. Это Львов, это Киев, это Херсон, это Днепр. Но в ходе переговоров между представителями Турции и Украины была принята иная схема расположения этого жилья. 200 квартир в Николаеве, 200 в Херсоне и 100 в Киеве. Понятно. Еще вопрос от нашего зрителя. Мне кажется, это очень интересный вопрос. Что Украина может предложить Крыму, кроме воды? Украина ничего не должна предлагать Крыму. Украина должна обеспечить Крыму как составной своей территории все те свободы, которые обязательны для пределов всего нашего государства. Свобода и безопасность жизни – это самые главные такие условия, в которых человек может развиваться. Свобода и безопасная жизнь, условия жизни. Вот что Украина будет обеспечивать на своей крымской территории после ее деоккупации. Спасибо вам. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, был и на скайп-связи, и на телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Это программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. И еще у нас есть пару минут, я напомню, да, о чем мы сегодня говорили. В Симферополе сегодня, 1 июня, Верховный суд Крыма, подконтрольный российским властям, вынес заочный приговор в отношении главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова по обвинению в организации массовых беспорядков. Это была цитата 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента. Суд приговорил Чубарова к 6 годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Судья сказал, цитирую, назначить Чубарову Рифату Абдурахмановичу наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Срок отбывания наказания считать с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации. Согласно постановлению суда, глава Меджлиса признан виновным по части 1 статьи 212 Уголовного кодекса России, что предусматривает наказание в виде лишения свободы. Также Чубарова суд признал виновным по части 2 статьи 280.1 Уголовного кодекса России с наказанием в виде упомянутого штрафа 200 тысяч рублей и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административных и хозяйственных полномочий сроком на 1 год. В суде также объявили о назначении Чубарова 200 часов исправительных работ. Штраф в размере 200 тысяч рублей и 200 часов исправительных работ суд назначил по обвинению в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. Об этом корреспонденту Крым Реалии рассказал адвокат Чубарова по назначению Александр Осокин. Комментарий самого Рифата Чубарова вы слышали по поводу этого решения подконтрольного России суда. Вы слышали сегодня в нашей программе. Напомню также, что есть и уже реакция Министерства иностранных дел Украины. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Мине Джипар назвала позорным судилищем процесс над главой Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым в аннексированном Крыму и заочный приговор, который суд Симферополя вынес 1 июня.
Джипар написала в Твиттере: российские оккупанты в Крыму заочно дали 6 лет заключения председателю Меджлиса крымско-татарского народа Рифату Чубарову. Игнорируя требования Международного суда ООН о снятии запрета на деятельность Меджлиса, Россия продолжает практику позорных судилищ, репрессий против крымско-татарского народа. Это, напомню, написала именно Джипар, первая заместитель министра иностранных дел Украины, в Твиттере. Эта программа была, вы слушали программу, может быть, и смотрели, а может быть, смотрели и слушали программу «Крымские вопросы». Ее провел Александр Янковский. Встретимся завтра, как всегда, в час дня. Всего вам доброго.